целого ряда важных для республики и ее населения вопросов. Это культура, образование, спорт, цифровое развитие, внешние связи и не только. Позвольте представить участников сегодняшнего эфира. Прежде всего, это заместитель председателя правительства Республики Саха-Якутия Сергей Васильевич Местников. Добрый день. Также в нашей студии находятся министры и руководитель департамента. Позвольте их тоже вам, уважаемые зрители, представить. Это министр культуры и духовного развития Республики Саха-Якутия Юрий Степанович Куприян. Министр образования и науки Республики Саха-Якутия Михаил Петрович Сивцев. Министр по физической культуре и спорту Республики Саха-Якутия Иннокентий Юрьевич Григорьев. Министр инноваций, цифрового развития и инфокоммуникационных технологий Республики Саха-Якутия Анатолий Аскалонович Семенов. Министр по внешним связям и делам народов Республики Саха-Якутия Гаврил Витальевич Кириллин. И руководитель департамента по охране объектов культурного наследия Республики Саха-Якутия Николай Афанасьевич Макар. Уважаемые зрители, в первой части программы я коротко побеседую с участниками программы, затем во второй, в основной части эфира мы будем принимать в студию звонки от вас, уважаемые зрители и радиослушатели. Специально для этого мы организовали работу колл-центра. Там работает моя коллега Виктория Федорова. Виктория, добрый день. Расскажи, пожалуйста, как у нас организована сегодня работа. Да, здравствуйте, уважаемые телезрители. Наш колл-центр начинает свою работу. Звонки также принимаются по телефону 320111. Наиболее актуальные вопросы прозвучат сегодня во время прямого эфира. Наши редакторы перезвонят вам, поэтому будьте готовы озвучить свои обращения. Также на своих рабочих местах в режиме видеоконференц-связи находятся заместители министров и руководители подведомственных организаций и учреждений, которые в ходе прямого эфира готовы ответить на все ваши вопросы. Я буду периодически выходить и озвучивать, сколько всего вопросов к этому времени поступило и по каким темам. Также отмечу, что вопросы принимаются на двух языках, на русском и якутском. Колл-центр номер санатабын. Влад? Виктория, спасибо. Итак, позвольте начать отчет правительства Республики Саха-Якутия за работу в 2020 году. Предлагаю начать программу с просмотра видеосюжета, подготовленного моими коллегами с телеканала «Якутия-24». Внимание на экран. Пандемия коронавируса внесла коррективы во все сферы жизни, в том числе в образование. В условиях ограничительных мер был обеспечен переход на дистанционную форму обучения. Для перевода на дистанционное обучение в период карантина более 3500 обучающихся школ и учреждений среднего профессионального образования из малоимущих семей обеспечены компьютерной техникой. Обеспечен доступ всех образовательных организаций к сети интернет. Несмотря на трудности, которые поставила перед нами пандемия коронавируса, в 2020 году было продолжено поступательное развитие системы образования. Введено 9 школ на 1878 мест, 6 детских садов на 1159 мест. В 38 сельских школах отремонтированы спортивные залы, оснащены спортивным инвентарем и оборудованием. Открыта международная арктическая школа. По результатам конкурса отобраны 185 детей со всей республики. Открыт первый в республике центр цифрового образования детей IT-Куб в Нюрбинском районе. Созданы 42 центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста». Открыт мобильный технопарк «Кванториум» для массового вовлечения детей и молодежи в научно-проектную и инженерную деятельность. Создан Центр опережающей профессиональной подготовки Республики Саха-Якутия, который обеспечивает информационно-методическое сопровождение и развитие экспертного сообщества профориентационной работы в республике. Создано 15 мастерских в учреждениях среднего профессионального образования для подготовки кадров по современным группам компетенций. С 1 сентября в России вступил в силу федеральный закон, обеспечивающий учеников начальной школы бесплатным горячим питанием. Впервые в республике более 62 тысяч учеников начальных классов обеспечены бесплатным горячим питанием. С учетом санитарных требований и возраста составлено примерное меню горячего питания школьников. Проведены капитальные и косметические ремонты в школах, приобретено технологическое оборудование для организации питания.
Важнейшим фактором развития любой системы является кадровая политика. Для решения кадровых вопросов в школах, расположенных в сельской местности и малых городах, в Якутии с 2020 года реализуется программа «Земский учитель». За отчетный период по данной программе выплаты в 2 миллиона рублей получили 19 педагогов. Для поддержки педагогов, которые выбрали для трудовой деятельности арктические улусы, в 2020 году в республике начата реализация проекта «Учитель Арктики». По данному проекту адресную помощь получили 199 молодых учителей. Согласно посланию президента России Владимира Путина Федеральному собранию с 1 сентября 2020 года обеспечены выплаты ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам. Отличием ЕГЭ 2020 года стала отмена его обязательности для всех выпускников. По результатам ЕГЭ 33 выпускника получили 100 баллов, в 2019 году 19, в 2018 году 28 выпускников. В Якутии уделяется особое внимание сохранению и развитию языков. По итогам проведенной в течение 2020 года работы впервые на реализацию госпрограммы по сохранению и развитию государственных и официальных языков в республике в 2021 году предусмотрено более 56 миллионов рублей. В конце 2020 года принята государственная программа Республики Саха-Якутия «Научно-технологическое развитие» на период с 2020 по 2024 годы. Работа над разработкой программы велась с 2019 года. Якутия по-прежнему занимает лидирующие места по направлениям развития культурной деятельности, искусств, духовности, возрождения традиций и сохранения наследия. Республика в очередной раз подтвердила статус кинематографического региона, завоевав престижные премии на всероссийских кинофестивалях. Всецело оказывается поддержка якутского кино. Впервые в истории Якутия стала самым читающим регионом России, литературным флагманом страны. Якутия – лидер Дальнего Востока по числу созданных модельных библиотек. В республике создано 10 библиотек нового формата со смарт-лабораториями. Продолжается строительство и реставрация объектов культуры. Введены Центр культуры и современного искусства имени Гагарина в Якутске, Дом культуры имени Ходулова в селе Майя Мегино-Кангаласского улуса. Открылся новый кинозал в Ленске с современным залом и оборудованием. Построенный культурно-спортивный комплекс в селе Маймага, пристрой к культурному комплексу в селе Сымах. Начато строительство культурного центра в селе Апаны. Начата реставрация Качекатской Николаевской церкви в селе Кердем Кангаласского улуса и Дома казначейства в Якутске. В рамках проекта «Сохраним памятники» выполнены ремонт 2 объектов культурного наследия и 12 памятников истории и культуры. На официальных спортивных мероприятиях якутскими спортсменами завоевано 97 медалей, среди которых можно отметить достижения Василия Егорова, 1-е место в чемпионате России по боксу, Аяла Лазарева, 3-е место в Кубке мира по вольной борьбе, Сарданы Трофимовой, 1-е место в чемпионате России по легкой атлетике. В состав сборной страны вошли 215 спортсменов из республики. Построены и введены в эксплуатацию спортивные объекты. Многофункциональный спортивный зал в селе Бердигистях Горного Улуса. Спортивный комплекс с универсальным залом и плавательным бассейном в поселке Нижний Бестяк Мегино-Кангаласского улуса. Многофункциональный спортивный комплекс в городе Среднеколымск. Новым оборудованием оснащен Ледовый дворец Целей-Ботур, республиканской специализированной спортивной школы по зимним видам спорта. 8 комплектов спортивно-технологического оборудования для создания малых спортивных площадок установлены в Алданском, Вилюйском, Кобяйском, Ленском, Момском, Нюрингринском, Среднеколымском и Чурапчинском районах. К сети интернет подключено 406 социально значимых объектов, 151 образовательная организация, 87 фельдшерско-акушерских пунктов, 114 органов местного самоуправления, 48 пожарных частей и 6 органов Росгвардии. Построено порядка 2000 километров волоконно-оптических линий связи. К волоконно-оптическим линиям связи подключен 1-й арктический район, Оленёкский и Венкийский национальный район. Всего в республике в 2020 году подключено к волоконно-оптическим линиям связи 36 населенных пунктов. Далее Волс пойдет до Анабарского района к Северному Ледовитому океану. Подписано соглашение с научно-производственным объединением «Импульс» о строительстве волоконно-оптических линий связи до Момского и Нижнеколымского районов.
Открыты 7 муниципальных IT-центров. Таким образом, IT-центры уже работают в 10 районах республики: Сунтарском, Мегино-Кангаласском, Намском, Нюрбинском, Среднеколымском, Усть-Алданском, Хангаласском, Мирнинском, Кобяйском и Чурапчинском районах. Количество жителей республики, зарегистрированных на портале государственных услуг, составило 92% от жителей республики. Количество заявлений, поданных через региональный портал государственных и муниципальных услуг, в 2020 году составило 92 302 заявления. На портале можно получить 114 государственных и 28 уникальных муниципальных услуг. Наша республика одним из первых регионов России приняла стратегию цифровой трансформации республики, учитывающую территориальную особенность региона. В рамках цифровой трансформации реализованы проекты «Телемедицинская система», «Облачная поликлиника», «Ситуационный центр по предотвращению распространения COVID-19», включающий карту распространения COVID-19, система «Цифровой пропуск» в части выдачи цифровых пропусков на спортивных объектах. НВК «Саха», который год занимает лидирующие позиции по всей России. В декабре национальная компания была отмечена престижной телевизионной премией «ТЭФИ Регион». Проведен второй Северный форум по устойчивому развитию в онлайн-формате. Тема «Транспортная инфраструктура на севере и в Арктике». В работе форума на 57 онлайн-площадках приняло участие 2500 экспертов из 36 стран мира. Оказано содействие 637 якутянам, испытавшим трудности с возвращением на территорию Российской Федерации в связи с распространением коронавирусной инфекции. Получено 187 индивидуальных средств защиты в качестве гуманитарной помощи от Китайской Народной Республики. Поддержан 51 проект национально-культурных объединений, в том числе коренных малочисленных народов Севера и казачьих обществ на общую сумму 25 миллионов рублей. 15 национально-культурных объединений, общин коренных малочисленных народов Севера, религиозных организаций стали обладателями грантов главы Республики Саха-Якутия и президента Российской Федерации на общую сумму 17 миллионов рублей. Достижения в культурной и спортивной сфере являются залогом гармоничного развития личности, успешной адаптации общества к изменениям в современном мире. Сергей Васильевич, в сюжете мы увидели те события, которые произошли в ваших курируемых вами отраслях в 2020 году. Что бы вы хотели добавить ко всему этому увиденному и на что бы вы хотели обратить внимание, прежде всего, оценивая 2020 год? Добрый день еще раз, уважаемые жители республики. Прежде всего, я хотел бы остановиться на системе образования, которая в нашей республике сложилась как достаточно эффективная система, обеспечивающая функционирование нашей республики. И у нас весной прошлого года система образования одной из первых испытала серьезный удар в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции. И весной прошлого года, как мы знаем, все школы, в которых обучается 149 тысяч детей, одномоментно перешли на совершенно иной формат работы, на совершенно иной формат обучения, на дистанционную форму с использованием различных информационных технологий и так далее. И нужно отметить, что наши учителя и педагоги и сумели в кратчайшие сроки переформатировать всю систему образования и организовать непрерывный образовательный процесс. И весной прошлого года, в мае месяце, по окончанию учебного года, на уровне правительства Российской Федерации отметили о том, что в России из всех регионов 5 регионов успешно справились с этой задачей организации образовательного процесса в условиях COVID-19, в том числе Республика Саха-Якутия. Это большая заслуга наших педагогов, которые сумели организовать эту работу. И это говорит о том, что заранее в республике была проведена хорошая работа по подведению интернет-связи в школах, наших образовательных учреждениях. И самое главное был диалог взаимопонимания между нашими учителями, родителями и детьми, которые приняли новую форму обучения, и мы смогли завершить учебный год достаточно на хорошем уровне. Хотел бы также отметить, что ЕГЭ у нас в прошлом году также прошел в совершенно иной форме. Она была не обязательной, она была желательной, обязательной только для тех, которые собираются поступать в высшие учебные заведения. Но и при этом у нас есть достаточно хорошие сдвиги, результаты. У нас 33 выпускника получили 100 баллов. По предметам. Это динамика хорошая по сравнению с предыдущими годами. И это говорит о том, что качество образования республики каждым годом повышается.
Нужно понимать, что качество образования республики и в целом развитие экономики – это неразрывно связанные между собой отношения, поскольку только обеспечивая конкурентоспособными кадрами, мы сможем обеспечить наступательное развитие нашей экономики. Кроме того, с 1 сентября мы уже прошлого года начали учебный процесс, опять же, в новых условиях, в условиях продолжающейся угрозы распространения COVID-19, и были приняты беспрецедентные меры обеспечения безопасности обучения детей в школах. По поручению главы республики мы все школы обеспечили рециркуляторами воздуха, термометрами, другими защитными средствами, которые создают безопасные условия. Кроме того, были разработаны и розданы нашим школам модели ведения образовательного процесса, исходя из численности школ, исходя из мест в образовательных учреждениях, и каждая школа уже применяла этот образовательный стандарт под свое видение. И сегодня тот уровень работы, который мы сегодня видим, говорит о том, что эти меры были совершенно правильные, и мы сегодня говорим о том, что школы сегодня ведут достаточно хороший образовательный процесс. И ожидаем, конечно, в конце нашего учебного года о том, что мы будем переходить на очный формат. Сейчас уже некоторые послабления наступают, и наши школы сумеют организовать обучение детей непосредственно в школах. Мы отмечаем, что качественное образование можно получать только непосредственно с посещением школы, при общении с учителями, при общении со своими сверстниками. Также хотел бы отметить, что наука в нашей республике, она в прошлом году получила серьезное внимание. Мы создали научно-образовательный центр мирового уровня «Север», подготовили его с точки зрения документально, и сейчас в этом году готовимся к участию во втором этапе конкурсного отбора на федеральном уровне, чтобы получить федеральное финансирование научной исследовательской среды в нашей республике. Кроме того, по поручению главы республики мы подготовили и приняли государственную программу «Научно-техническое развитие» в нашей республике, в котором предусмотрено финансирование более 300 миллионов рублей на серьезные научные и прикладные исследования. Нужно понимать, что наука – это отраслевой ресурс, это та сфера, на которой должны основываться все остальные сферы: промышленность, сельское хозяйство, туризм, предпринимательство, экология, социальная сфера. Все они должны опираться на науку. Поэтому мы делаем серьезную ставку на науку, и этот год объявлен президентом страны годом науки. Мы в рамках этого года будем проводить достаточно много мероприятий в этой сфере. Теперь, что касается связи интернета, в нашей республике, наша республика имеет огромную территорию, большая разбросанность населенных пунктов, расстояния между населенными пунктами достаточно большие. Это наше и преимущество, но, с другой стороны, это и достаточно большие препятствия для подведения инфраструктуры, в том числе интернет-связи. Но, тем не менее, у нас более 500 населенных пунктов сегодня обеспечены интернет-связью, в которых проживает 99% населения. Но мы задачу ставим, чтобы в каждом населенном пункте была именно качественная и скоростная связь. И с этой точки зрения ведем работу по подведению оптоволоконной линии связи в населенных пунктах. И сегодня половина населенных пунктов уже обеспечена оптоволоконной линией. Сейчас серьезные мы задачу ставим по арктической части районов, чтобы наши ресурсы и силы, и средства бросить на обеспечение хорошей, качественной интернет-связи в наших арктических районах. Государственные муниципальные услуги мы больше всего оказываем теперь на электронной форме. Согласно закону, как вы знаете, государство должно создавать условия, чтобы гражданин, не выходя из дома, получил услугу через интернет-связь. Такая задача стоит, чтобы не создавать очередя, как в прошлые годы, прошлые века, чтобы не скапливать народ. Для удобства человека должна быть предоставлена электронная форма получения этой услуги. И по сравнению с прошлым годом через портал госуслуг количество обращений и получения услуг увеличилось более чем в 2,5 раза. У нас достаточно хорошая традиционно сложившаяся система печатных средств массовой информации, телевидения, радио. Сегодня они надлежащим функционируют, обеспечивают информацию все население республики. Но, как вы знаете, печатные СМИ каждым годом испытывают уменьшение потребления, население больше переходит на электронную информацию. И с этой точки зрения наши
средства массовой информации также переходят на электронные аккаунты и предоставляют населению информацию через электронные ресурсы. В сфере культуры и спорта, как вы сказали, тоже период пандемии сильно сказался. У нас были приостановлены множество мероприятий, спортивных и культурно-массовых мероприятий. Тем не менее, работа в этом велась, и удаленно наши учреждения культуры оказывали услуги. И в рамках национальных проектов были отремонтированы учреждения культуры и также обновлена материально-техническая база детских школ искусств и библиотек. По спорту, как вы знаете, у нас результаты не стоят на месте, мы двигаемся вперед. Наши спортсмены завоевывают медали на российских, на международных соревнованиях, о которых сейчас показали вот в видеосюжете. И, соответственно, мы в 2021 году ставим серьезные задачи по дальнейшему развитию в сфере физкультуры и спорта, прежде всего массового спорта, потому что мы должны обеспечить к 2030 году решение амбициозной задачи 70% выполнения показателя занятий физкультурой и спортом среди населения. В сфере межрегиональных и международных отношений нами разработана и принята концепция межрегиональных, международных и внешнеэкономических отношений. И в рамках этой концепции мы будем и проводим работу по сотрудничеству с нашими соседними регионами и с другими регионами России. Кроме того, со странами, зарубежными странами уже есть хорошие отношения с такими странами, как Корея, Белоруссия, другие страны, в котором есть интерес в экономике нашей республики и в туризме, и в культурной сфере, и в сфере кинематографии. Мы будем наращивать наше сотрудничество в этой сфере. Благодарю вас. У нас в студии находятся министры республики, давайте тоже им дадим слово. Министр культуры и духовного развития республики Саха-Якутия Юрий Куприянов. Юрий Степанович, добрый день. Как отрасль культуры преодолела период пандемии в 2020 году? Добрый день. Отрасль, конечно, преодолела тоже с трудностями. Тем не менее, надо отметить, наверное, особенности, которые этого года государство показало, что такое есть государство. Пандемия – это прежде всего вызов времени, общие, масштабные. И наша отрасль, где работает порядка 7 тысяч человек, мы ощутили поддержку государства. Мы смогли защитить всех наших работников, выплатить заработную плату, несмотря на то, что все учреждения были у нас закрыты. Тем не менее, мы не переставали работать, репетировать и ушли онлайн-трансляции. Мы ушли в виртуальный мир, сети интернета. У нас появились новые достижения, которые необходимо отметить. Это наша национальная библиотека, которая оказала впервые, наверное, за эти годы 2 миллиона с лишним электронных выдач книг абонентов. Раньше у нас этот показатель достигал где-то порядка 300 тысяч человек, которые обращались в сферу электронных услуг. Тем не менее, отрасль культуры, каждый житель нашей республики знает, что везде, где были какие-либо оценки достижений, мы были на высоте. Мы самый читающий регион, мы лауреаты Кинотавра, мы первый приз «Окно в Европу», и наши выпускники балетной школы, высшей школы музыки во всех онлайн-конкурсах были отмечены лауреатами. Я думаю, что отрасль культуры сохранила свой потенциал, сохранила свои ресурсы. И сегодня, когда пандемия немножко отступает, потихоньку мы открываемся. Пока 50% с наполняемых залов, но тем не менее во всех наших театрах аншлаг, музеи открывают свои двери, детские школы искусств начинают функционировать. Но 2021 год мы ожидаем, откроют все двери для того, чтобы показать весь наш потенциал и ответить вызовам времени. Благодарю вас. Министр образования и науки Республики Саха-Якутия Михаил Сивцев. Михаил Петрович, добрый день. 2020 год, конечно, создала невероятные трудности, особенно системе образования всей России, всего мира, и в Якутии, в частности. Пришлось полностью перейти на дистанционное образование. Как вы думаете, как учреждения образования Якутии с этим справились? Как вы думаете? Добрый день еще раз, уважаемые телезрители. Сергей Васильевич в своем выступлении вначале отметил, что наша республика, наша система образования республики, она справилась весьма успешно с той задачей, которая возникла в начале нашего 2020 года. Об этом было отмечено и на уровне Российской Федерации.
Я считаю, что в целом та работа, которая проделана у нас на территории республики в системе образования в предыдущие годы, она как раз-таки помогла преодолеть проблемы в начале 2020 года, связанные с переходом на дистанционную форму обучения. О чем я говорю? Мы немало говорили о необходимости организации дистанционной формы обучения. У нас реализовывался проект на территории республики Саха-Якутия по организации обучения детей-инвалидов с применением дистанционных форм. У нас немало говорится о информационных технологиях на территории республики. Здесь мой коллега тоже активно этот момент поддерживает. У нас все школы на самом деле обеспечены интернет-связью, и это вот дает свои результаты. Конечно, здесь в первую очередь хочется поблагодарить наших коллег, учителей, воспитателей, педагогов, которые обеспечили непрерывность. Мы же ведь на самом деле ни на один день не останавливались, не прервали учебный процесс. Всем, кто планировал получить аттестаты, выдали аттестаты. Все, кто желал поступить в учебное заведение, среднее профессиональное образование, высшее образование, они поступили. Какие уроки мы вынесли из этого? Ну, первое, что мы увидели, это повысилось значение образования, роль образования в развитии экономики. Мы более 9 тысяч медработников подготовили за короткий промежуток времени для того, чтобы специалисты вышли на работу в борьбе с ковид. Мы более 3000 человек подготовили по рабочим профессиям, чтобы заменить те иностранные силы, которые ранее привлекались. Таких проектов много было реализовано в 2020 году. Мы увидели ценность профессии учителя. Никто не заменит живого учителя. Ни дистанционная форма, ни цифра. Все мы хотим общаться вживую. Мы увидели, что на самом деле цифровые технологии, они очень сильно помогают дальнейшему развитию. Они сегодня являются дополнительным источником развития, совершенствования системы подготовки кадров. Многие образовательные программы, видеолекции появились у нас в 2020 году, которые тоже мы будем использовать для обучения наших детей, наших ребят в отдаленных населенных пунктах, ну и в целом. Что хочется сказать. В 2021 году, исходя из этого, мы ставим перед собой задачу управления качеством образования, основываясь на тех больных точках, которые мы увидели в 2020 году. В первую очередь мы говорим о том, что необходимо повышать непосредственно образовательные результаты на школьном уровне. В тех районах, где нужны врачи, необходимо управлять именно теми учебными предметами, которые позволят нам обеспечить в будущем врачами в этих населенных пунктах. Вот об этих системных моментах мы говорим. Также мы говорим о необходимости повышения роли, статуса учителя. Вот те проекты, которые были продолжены в прошлом году по поддержке учителей, земский учитель, это будет продолжено. Мы в прошлом году запустили проект «Учитель Арктики», и в этом году тоже это будет реализовано. Спасибо вам. Министр по физической культуре и спорту Республики Иннокентий Григорьев. Иннокентий Юрьевич, добрый день. Также из-за пандемии коронавируса множество состязаний, турниров, соревнований отменилось в 2020 году, но тем не менее руководство республики работу в сфере спорта продолжало в 2020. Вам слово, пожалуйста. Добрый день, уважаемые телезрители. Действительно, пандемия тоже внесла свои коррективы в нашу отрасль физической культуры и спорта. Мы все прекрасно знаем, как были отменены все крупные спортивные мероприятия в мировом масштабе. Это прежде всего Олимпийские игры, многие мундиали, чемпионаты мира, Европы, континентальные соревнования были отменены. Но тем не менее отрасль продолжала работать. До 18 марта мы успели из 470 запланированных соревнований провести 161 мероприятие. Ну а с 18 марта мы уже начали работать уже в новом формате. Но, как говорится, нет худа без добра. Мы успели освоить много новых технологий, продолжили наши занятия в дистанционном формате. Наши тренеры и преподаватели освоили новые методики работы со своими воспитанниками. Ну и наша отрасль свою лепту тоже внесла также в борьбе с коронавирусом. У нас в городе Алдане, Нерюнгере, Нюрбе, в городе Якутске всего 5 объектов были
переведены в режим обсерваторов, и где свое лечение и выздоровление прошли более 1000 человек. Наши спортсмены, сильнейшие спортсмены нашей республики, члены сборной команды, приняли участие в волонтерском движении. Ну, также, конечно, мы продолжили работу по строительству и подготовке спортивных объектов. В целом у нас за 2020 год построено 6 спортивных объектов. Я думаю, что наше население поняло, насколько сегодня ценно здоровье, и эта ценность здоровья прежде всего, конечно, измеряется, как человек занимается физической культурой, спортом. Только это помогает повысить иммунитет. И недаром, я думаю, год 2021 объявлен годом здоровья. Ну, я чувствую, что наши многие якутяне соскучились по спортивным залам. Сегодня идет послабление по всем направлениям, и мы начинаем открывать спортивные залы, бассейны. Но учитывая пандемийный характер спортивных подготовки, мы в закрытом режиме проводили наши учебно-тренировочные сборы для сборной команды. Ну и результат, как вы уже слышали и посмотрели на нашем телесюжете, уже неплохой. 215 наших спортсменов в составе сборной команды страны. Выявлены сильнейшие спортсмены по итогам года у нас. Результаты 35 медалей официальных чемпионатов России, 2 чемпионата Европы, 2 медали и 9 медалей чемпионата мира. Ну, в целом год мы завершили неплохо. 43,5% наших якутян продолжили систематическое занятие физической культурой и спортом. Ну, а в 2021 году мы ставим более новые такие высокие задачи. Достичь, идти планомерно к достижению плановых показателей к 2024 году до 55% систематически занимающихся. Цели стоят высокие. Ну и в 2021 году у нас пройдет наша Якутская Олимпиада, игры в Мончарове, Либерти, гостях. Ну и, конечно же, мы планируем активно участвовать на Олимпийских играх в Токио и Паралимпийских играх. Наши спортсмены готовы. Благодарю вас. Далее министр инноваций и цифрового развития Республики Анатолий Семенов. Анатолий Аскалонович, добрый день. Какую работу и какие результаты в вашей отрасли можно выделить? Каковы итоги 2020-го, на ваш взгляд? Доброе утро. Действительно, как сказали мои коллеги, прошлый год пандемия стала большим катализатором для цифровизации всех отраслей экономики и вообще всех отраслей. То есть благодаря отрасли связи и цифровизации нам удалось, как сказали коллеги, не остановиться на одну секунду, перешли на дистанционную работу, дистанционное обучение, оказывались различные услуги, в том числе и медицинские. И мы это почувствовали, все провайдеры почувствовали увеличение трафика где-то примерно в 1,7 раза. И я очень благодарен, пользуясь случаем, хочу поблагодарить всех связистов Якутии, то, что мы смогли достойно пройти этот год. И многие провайдеры увеличили трафик без повышения тарифов. То есть там на школы, на домохозяйства компания Ростелеком увеличивала скорость до 100 мегабит. И это позволило вот как раз в самые такие серьезные дни, когда все сидели на удаленке, да, справиться с этой ситуацией. Что касается строительства, как было уже сказано, да, мы ежегодно строим больше 2000 километров ВОЛС, подключили больше 50 населенных пунктов к оптоволоконным линиям, также модернизируем сотовую связь, переходим на связь 4-го поколения 4G, потому что все очень активно пользуются социальными сетями, различными сервисами, как раз через мобильный интернет. Вот. И, как было сказано, по национальному проекту «Цифровая экономика» мы подключаем социально значимые объекты, это школы, больницы, ФАПы, администрации районов. В прошлом году это было 406 социально значимых объектов за счет федеральных средств. Ну и за 3 года будет подключено 1221 объект. Хотел бы сказать, что к Нюрбинскому району, который стал полностью цифровой, все 22 наследия Нюрбинского района подключены к быстроскоростному интернету. К нам еще добавился Мирнинский район. В прошлом году подключили Тасурях и Сельдюкар. И добавился еще Чурапчинский район.
И я очень надеюсь, что таких районов в республике с каждым годом все будет больше. Конечно, как сказал Сергей Васильевич, сейчас приоритет у нас это Арктика. Арктика у нас расстояния очень большие. И на самом деле это вызывает не только экономические вопросы, да, что нужны большие инвестиции в это, но и это в том числе связано с технологическими барьерами. Вы знаете, что для связи, отрасли связи нужна энергетика, а, допустим, проект прошлого года, когда мы пришли за полярный круг в поселок Оленек, впервые это произошло благодаря Ростелекому и администрации Оленекского национального района. Мы прошли с Удачного через Верхнюю Муну 450 километров. И там совершенно нет энергетики, то есть нет практически никакой инфраструктуры. И это, можно сказать, в России это самый такой глобальный проект после проекта подключения, наверное, по дну океана Петропавловска-Камчатского и Анадыря. Да? То есть это огромный проект. Мы пойдем дальше в Соскалах, пойдем в Нижнюю Колыму, в Мому. Буквально недавно глава республики Саха-Якутия Асин Сергеевич Николаев подписал соглашение с ПАО «Мегафон». По Севморпути пойдет по дну океана Волс, и мы подключим, я очень надеюсь, к 2024 году Тикси. Мы рассматриваем практически все районные центры Арктики. Это и Жиганск, и Батагай, вплоть до Черского, и Депутатский. Конечно, это требует огромных инвестиций, но вот республика очень сильно нацелена на то, чтобы это сделать. Пока ВОЛС не придет, мы вместе с Ростелекомом вводим экспериментальные тарифы. В прошлом году это был Тикси, Среднеколымск и Батагай, где мы включаем на спутниковом сегменте безлимитный тариф. Да, и в прошлом году было 512 килобит, в принципе, скорость небольшая. В этом году это будем пробовать доводить скорость до мегабита на одно домохозяйство, что позволяет в том числе и как раз решать вопросы дистанционного обучения. Ну и заканчивая, хочу сказать, что открывая районные IT-центры и вот работая в IT-парке в Якутске, на самом деле главная задача цифровизации – это создание рабочих мест. Да, у нас республика на Дальнем Востоке занимает первое место. Мы 85% экспорта IT-услуг – это якутские IT-компании. Мы знаем успехи таких компаний, как Майтона, Индрайвер. Сейчас подрастают новые, такие как Фантастик. И каждый из них создает сотни рабочих мест. Поэтому вместе с отраслью образования, вместе с другими нашими коллегами, вместе будем создавать рабочие места. Спасибо вам. Гаврил Витальевич Кириллин, министр по внешним связям, делам народов республики. Гаврил Витальевич, добрый день. Какие задачи решали в вашем ведомстве в отчетном году? Добрый день, уважаемые телезрители. Да, конечно, это прежде всего задачи по сохранению высоких темпов деловой активности и контактов на международном и межрегиональном уровнях, вопросы поддержки экспорта в условиях пандемии и вопросы консолидации нашего общества в целях укрепления межнационального мира и согласия в нашей республике. Несмотря на пандемию, нам удалось сохранить высокие темпы в этой сфере, те темпы, которые мы смогли достичь в последние годы. Концепции внешней связи республики определены основные направления. Это прежде всего регионы Арктики, международное сотрудничество с нашими международными организациями, вопросы поддержки экспорта, вопросы сотрудничества со странами СНГ и Азиатско-Тихоокеанского региона и, конечно, содействие нашему муниципальному образованию в расширении их внешних связей. Определен вектор развития внешних связей на многие годы вперед. За прошедший период нам удалось реализовать приоритетные соглашения Республики Саха-Якутия с иностранными партнерами, среди которых стоит отметить проект по завозу 4-й партии бизонов из Канады в апреле месяце и совместный российско-японский проект по строительству вводу ветродизельной электростанции в поселке Тикси. Учитывая те угрозы, с которыми столкнулся весь мир в прошлом году, нашим министерством было налажено взаимодействие с федеральными органами власти, иностранными партнерами в вопросах содействия возвращения якутян, оказавшихся за рубежом в этом непростое время, и организации поставок гуманитарной помощи.
В сфере внешнеэкономической деятельности, конечно, приоритет для нас – это поддержка экспорта, содействие выхода продукции наших предприятий на внешние рынки. Несмотря в целом на падение внешнеторгового оборота, нам удалось выполнить все целевые показатели нашего регионального экспорта по системным мерам поддержки экспорта. Успешно реализована акселерационная программа для малых и средних предприятий. Ну и, конечно, в сфере государственной и национальной политики здесь оцениваются наши межнациональные, межконфессиональные отношения как стабильные. Это подтверждается всеми исследованиями, в том числе на федеральном уровне. Те угрозы, которые нам предъявила пандемия, конечно, позволили сплотиться всем нашим национальным культурным объединениям, казачьим обществам, родовым общинам. Мы в этом плане наработали определенный положительный опыт и надеемся, что мы продолжим в таком же духе взаимной выручки, взаимного доверия, продолжим нашу совместную работу. Спасибо. Спасибо вам. Руководитель Департамента по охране объектов культурного наследия Республики Николай Макаров. Николай Афанасьевич, добрый день. У меня есть данные, что сегодня идет ужесточение требований законодательства при проведении проектно-хозяйственных и строительных работ. Требуется справка с вашего департамента о наличии или отсутствии объектов культурного наследия. Поясните, пожалуйста, зрителям, о чем идет речь. Добрый день, дорогие телезрители. Да, действительно, по новому требованию федерального законодательства, если хозяйствующий субъект планирует провести земляные, строительные или другие хозяйственные работы на земельном участке, он должен доказать, что этот земельный участок не обладает историко-культурной ценностью. И с этой целью он должен предоставить в адрес Департамента охраны культурного наследия справку о том, что эта земля не является таким объектом культурного наследия, который готовится экспертами. И документ этот называется «Государственная историко-культурная экспертиза». И такого рода экспертизу проводят и внутри республики, и за пределами республики. И внутри республики этим занимаются такие учреждения, как Музей Северо-Восточного федерального университета, Институт гуманитарных исследований и проблем малочисленных народов Севера, Арктический научно-исследовательский центр и учреждение «Археоэкспертиза». При предоставлении ГИКе, мы его так называем, используя соответствующую справку департамента, он идет дальше, пройдя главгосэкспертизу. Спасибо вам, спасибо всем министрам. Уважаемые зрители, в первой части программы, как мы услышали, руководители по разным отраслям подвели короткие итоги работы в 2020 году. Сейчас переходим к основной части эфира. Это прием звонков в студию от вас, уважаемые зрители и радиослушатели. Специально для этого уже работает колл-центр у нас, там Виктория Федорова. Виктория, пожалуйста, какова статистика на эту минуту? Да, колл-центр вовсю работает, операторы продолжают отвечать на звонки наших телезрителей. И всего за полчаса прямого эфира поступило уже 45 вопросов. И если коротко пройтись по их содержаниям, то большинство якутян волнуют вопросы относительно строительства школ в республике, размер заработной платы преподавателей средних и высших специальных учебных заведений, размер учебной стипендии, а также замыкает четверку преобладающих вопросов проведение спортивных и культурных мероприятий в регионе в этом году. Уважаемые телезрители, как видите, заместители министров и руководители подведомственных организаций и учреждений продолжают работать над вашими обращениями. Звоните, задавайте свои вопросы 32 01 11. Также сбор вопросов за все проведение отчета правительства принимается и на платформе One Click Якутия. У меня пока все. Влад. Виктория, спасибо. Еще раз напомню, что это отчет правительства Республики Саха-Якутия в прямом эфире 32 01 11, телефон нашей студии. Пожалуйста, звоните и задавайте свои вопросы. Вице-премьер Сергей Местников и его коллеги-министры готовы ответить на любой вопрос, касающийся их направления деятельности. Итак, уважаемые редакторы, есть ли звонки уже в студии? Да, первый звонок в студии мы уже готовы принять. Здравствуйте, алло, мы вас слушаем. Здравствуйте, я студент Якутского колледжа культуры и искусств имени Аграппины Дмитриевны Макаровой. Через 2 года я заканчиваю обучение, и у меня вопрос по программе День первой культуры. Вступит ли программа в силу, и если она реализуется, то куда нужно ехать, чтобы попасть под эту программу? Спасибо.
Да, на этот вопрос ответит министр культуры Юрий Степанович. Добрый день, наш дорогой выпускник, который готовится через 2 года, наверное, значит, только что 1-й год обучения заканчивает. Желаем, чтобы ты также успешно закончил наш колледж и успешно работал в сфере культуры. Для обеспечения трудоустройства рабочими местами, для комфортности трудоустройства наших выпускников Министерством культуры, правительством республики внесено предложение об организации работы программы, проекта, который называется «Земский работник культуры». Да, этот проект получил поддержку, он включен в дальневосточную программу развития Дальнего Востока, утвержден правительством Российской Федерации. И с 2022 года мы собираемся по этой программе получать средства для того, чтобы обеспечивать местами, рабочими местами, прежде всего наши отдаленные населенные пункты, северные территории. Суть программы, она аналогичная, как земский работник культуры, также будет как земский учитель, земский доктор. Поддержка молодых ребят, которые возьмут на себя ответственность продвигать нашу культуру в тех местах, где действительно тяжело работать. Поддержать финансово, поддержать их проект и заключать с ними договор для продвижения по службе, ну а на населенном пункте появления нового интересного человека, профессионально подготовленного. С 2022 года на 4 года мы заявили порядка 378 новых работников или новых таких трудовых мест, поддержанных проектом программы «Земский работник культуры». Я думаю, что программа будет интересная. В первую очередь, конечно, мы собираемся, наш проект – это поддерживать преподавателей детских школ искусств. Детские школы искусств республики, в целом Российской Федерации в ближайшие годы ждет большое изменение, большая поддержка правительства Российской Федерации. Поэтому, ну и в целом мы стараемся, что профессиональная подготовленность преподавателя детских школ искусств, она повышалась повсеместно, продвигались к среднему уровню. Ну и работников наших домов культуры сельской местности, чтобы они имели профессиональное образование и подходили по всем требованиям специальности. Будем работать вместе. Коллега, учитесь успешно. Спасибо. Следующий звонок в студию мы сразу готовы принять. Алло, здравствуйте, мы вас слушаем. Здравствуйте. Меня зовут Елена Попова, город Якутск. Вот сейчас идет вакцинация, я тоже хочу получить прививку от ковида. Куда надо идти, чтобы записаться? Ну или можно как-то электронно? Да, этот вопрос очень интересный. Действительно, сегодня у нас идет активная фаза вакцинации нашего населения. И рекомендовано всем принимать эту вакцину. Можно записаться на эту вакцину через портал госуслуги. Есть там определенный раздел, и, соответственно, можно выбрать дату, время и записаться у врача. Спасибо. Еще один вопрос. Алло, здравствуйте. Мы вас слушаем. Представьтесь, пожалуйста. Так, я Капитан Георгиевич из Дальнюкского района. Так, в прошлом году подключили быстрый интернет в нашем районе. Хотелось бы узнать, есть ли государственная поддержка начинающих предпринимателей в IT-сфере? Начинающие предприниматели в IT-сфере, действительно, у нас в нашей республике есть и IT-технопарки, в которых оказываются услуги по поддержке продвижения их продукции. Они открывают сегодня и в муниципальных районах, об этом было также рассказано в нашем отчете. Анатолий Сколович, пожалуйста. Да, действительно, в нашей республике создана, я считаю, уникальная система поддержки IT-стартапов. Наверное, аналогов на Дальнем Востоке до Урала точно нет. От системы софт-лендинга, то есть размещения в IT-центрах, в районных IT-центрах на бесплатной практически основе, до финансирования до 2 миллионов рублей стартапов на ранней стадии нашим фондом. Также работает акселерационная программа B8. Надо смотреть внимательно на сайте IT-парка нашего министерства, подавать заявки. Вот буквально сейчас, в феврале, идет набор вот в 5-й поток акселератора B8. То есть мы всех приглашаем активно участвовать. И в целом, попадая в нашу экосистему, мы практически с каждым стартапом индивидуально работаем и будем поддерживать. Поэтому очень рады, что в таких даже отдаленных населенных пунктах появляется интерес, появляются стартапы. Спасибо. Очередной телефонный звонок уже в студии. Алло, здравствуйте, говорите, пожалуйста. Алло. Мы вас слушаем. Представьтесь, пожалуйста, ваш вопрос.
Алло, здравствуйте. Меня зовут Евдокия, я из города Якутска. Я хочу задать вопрос по оплате за обучение и за компенсации за проезд студенту целевику. Куда я могу обратиться? И электронно можно, да, направить? Спасибо за ответ. Спасибо. На этот вопрос ответит Михаил Петрович, министр образования. Добрый день, спасибо за вопрос. На самом деле вам нужно обратиться в наше министерство через Директ, Инстаграм, либо же в отдел науки и высшего образования. Сейчас пытаюсь вспомнить телефон, по-моему, 50 61 41. То если вам никто не ответит, ну, напишите мне в Инстаграм, мы ответим вам. Спасибо. Есть ли еще звонок, уважаемые коллеги? Да. Да, алло, здравствуйте, мы вас слушаем. Ваш вопрос. Здравствуйте. Вот из горного Руса звоним. Вячеслав Васильев меня зовут. Вот игры Манчары состоят да, вот, в этом году, и вот строится тир у нас. И успеет ли вот тир до игр Манчары? Вот волнует вопрос. Спасибо. Да, действительно, у нас летом этом году планируется проведение крупного спортивного мероприятия по национальным видам игры в Манчаре в селе Бердикестях горного района. Это событие, которого ждали все спортсмены, и мы летом будем все участниками этого красивого праздничного спортивного мероприятия. Сейчас подготовительная работа активно идет, и строятся 3 крупных объекта. Один из них уже завершен. Это многофункциональный спортивный комплекс в селе Бердикестях. Строится и уже будет скоро завершен стадион в селе Бердикестях и универсальный стрелковый тир в селе Бердикестях, объект, который также был включен в план подготовки проведения игр. И в прошлом году были определенные проблемы с точки зрения технологий строительства. Именно из-за грунтов, из-за того, что вечная мерзлота недостаточно позволяла выдерживать строительную нагрузку, были снижены темпы строительства. Строители ждали просто замерзания грунта, и мы потеряли достаточно такой промежуток, большой промежуток времени. Но, тем не менее, сегодня идут консультации вместе с Министерством строительства с точки зрения того, что успеть его и сдать в эксплуатацию к играм. Но в любом случае мы те соревнования, которые планировали провести, мы обязательно проведем. Это стрельба из лука, это стрелковые виды спорта, они обязательно будут проведены в Бердикестяхе в рамках проведения игр Манчар. Спасибо. Телефонный звонок, еще один. Здравствуйте, алло, мы вас слушаем. Здравствуйте. Меня зовут Евгений, я звоню с Самкинского УЛУСа. У меня вопрос к Департаменту охраны культурного наследия. В нашем УЛУСе есть старая деревянная постройка Тойон Балаган начала прошлого века. Мы хотим его включить в список охраняемых государственным памятником культуры. Как это делается? Спасибо. Спасибо за вопрос. Да. В таких случаях и таких обращений у нас поступают часто. Мы рекомендуем сначала проконсультироваться с нашими специалистами. Если вы позвоните нам, мы с вами изучим историю этого объекта, его архитектуру, его культурно-историческая ценность. Потом мы рекомендуем обратиться к определенным экспертам, с которым вы свяжетесь, договоритесь и будем дальше работать. Почему так поступаем? Потому что есть вероятность, что эксперты посчитают этот дом не поддающийся сохранению или не имеющим историко- и культурную ценность. А когда вы пройдете экспертизу, когда эксперт завершит работу и внесет департамент на рассмотрение, уже руководитель департамента, то есть я, выпускаю приказ о том, что этот объект, находящийся по такому-то адресу и представляющий такую-то ценность, берется под государственную охрану. С этого момента и этот объект считается охраняемым государством, как историческая и культурная ценность. Владислав, я хотел бы добавить здесь, действительно мы сегодня наблюдаем довольно активный интерес со стороны населения к необходимости восстановления памятников истории и культуры нашей Якутии. У нас по всей территории таких памятников достаточно, но течением времени они претерпевают такие вот разрушения и так далее, изменения. И с этой точки зрения активные граждане, общественные объединения обращаются к нам
с предложением совместно восстановить такие памятники. И эта работа, она сегодня переходит в активную фазу, и департамент в прошлом году силами коллектива, в том числе вот налоговая служба, активно приняла участие и восстановила в Татинском улусе деревянную юрту. И это было все сделано не за счет бюджетных средств, а за счет внебюджетных средств, за счет того, что граждане просто скидывались и восстанавливали за счет своих средств такие памятники. Мы эту работу в 2021 году планируем активизировать, также приглашаем коллективы, компании, предприятия активно участвовать в восстановлении наших архитектурных объектов. Спасибо. Это отчет правительства республики в прямом эфире. Прием звонков от населения. Здравствуйте. Алло, мы вас слушаем. Ваш вопрос. Алло, здравствуйте. Здрасте. Меня зовут Васильев Миша. Вот я звоню из города Якутска. И в этом году заканчиваю школу и хотел бы работать в сфере IT. У меня есть такой вопрос. Со своей идеей, к кому я могу обратиться? Спасибо. Спасибо. Да, ответить на Анатолий Аскалович, действительно, у нас создана необходимая инфраструктура поддержки инициатив в сфере IT, и о механизмах поддержки Анатолий Аскалович сейчас расскажет. Я хотел бы добавить к предыдущему ответу то, что действительно интерес к IT в республике растет. У нас только в городе Якутске 50 частных IT-школ, то есть примерно 2500 детей обучается программированию, дизайну. И хотел бы сказать, что появляются уже даже школьные стартапы, которые уже в раннем возрасте создают свои продукты и зарабатывают деньги. И я хотел бы сказать, что вам надо обратиться в IT-парк. Есть инстаграм-страница, есть сайт, есть сайт фонда развития инноваций, акселерационной программы Б8. И, в принципе, можно стать резидентом IT-парка и попасть в нашу акселерационную программу и получить поддержку. При этом есть также студенческий инкубатор «Орех». В нашем университете есть очень много других, даже частных коворкингов и частных программ. Даже вот недавно вот Арсен Томский объявил, что вместе с Yellow Rockets объявляет частный акселератор, где он тоже готов финансировать. Поэтому в Якутии в этом плане возможностей очень много. Спасибо. Да, спасибо, Анатолий. Я тоже хотел бы дополнить информацию в части креативной индустрии, экономики. На эту сферу республика делает большую ставку. Ведь ориентироваться только на сырьевую экономику, где добываются наши природные ресурсы, газ, нефть, алмазы, и продавать их за рубежом, это тупиковый вариант развития экономики, и любой кризис может достаточно сильно пошатнуть нашу сферу. И с этой точки зрения республика делает ставку на поддержку креативных индустрий. И сейчас создается площадка в городе Якутске в квартале труда, в котором будут собираться наши креативные предприниматели, идейные, наша молодежь, и будут претворять в жизнь, коммерциализировать свои идеи путем создания кино, искусства, анимационных каких-то проектов и других направлений, и продвигать их уже на территории республики и по всей России, и даже за рубежом. Поэтому мы делаем ставку на эту сферу очень сильно. Еще один вопрос уже в студии. Алло, здравствуйте, говорите, пожалуйста. Добрый день, меня зовут Китова Антонина, город Якутск. В 2022 году наша республика отметит очень важную дату – 100 лет со дня образования, государственности, получения автономии. И, Сергей Васильевич, у меня такой вопрос. Какие мероприятия планируется провести? И есть ли поддержка в проведении этих мероприятий со стороны федеральной власти? Спасибо. Спасибо. Очень хороший и интересный вопрос. Действительно, мы через год будем отмечать столетие автономии нашей республики. Праздник со смыслом – это больше, чем праздник. Здесь заложен глубокий философский, исторический смысл. Примерно, если так посмотреть, год назад мы были в составе Иркутской губернии. И спустя только в определенное время мы стали самостоятельным национальной республикой, получили автономию в составе России. И этому способствовали наши великие сыны якутского народа, Платон Ильич Аюнский, Максим Кириллович Амосов и Сидор Николаевич Барахов. Они добились принятия такого документа, скажем так, придания независимости нашей
Якутской Республики. И в рамках этого, учитывая значение этого праздника, еще в 2014 году президентом страны Владимиром Владимировичем Путиным был принят указ президента Российской Федерации о праздновании в 2022 году столетия автономии Якутской АССР. Вот на федеральном уровне принят такой документ с учетом важности и стратегичности этого мероприятия. Действительно, мы сейчас готовы принятый и федеральный план, и республиканский план. В рамках этого плана будут проводиться множество мероприятий и федерального характера, и республиканского характера, культурно значимые. Это и создание серии документальных фильмов, это и поддержка общественных инициатив, это и строительство социальных объектов, приуроченных к столетию СССР. Все сейчас двигается по плану. И что касается вопроса федеральной помощи в нашей республике с точки зрения финансирования, да, в рамках федерального плана финансирования мы получаем из федерального бюджета на подготовку проведения этого мероприятия. Около 300 миллионов рублей мы получили. Они идут на реставрацию объектов культурного наследия, они идут на создание документальных фильмов, они идут на ремонт наших учреждений культуры, сахотеатра, балетной школы, других учреждений. И также мы в рамках этих средств сегодня издаем такой научный труд, называется «История Якутии» в 3 томах. Достаточно серьезный фундаментальный труд, в котором прописана вся наша история от самого начала по сегодняшний день, подтверждена документальными, архивными документами нашей истории. И поэтому я призываю действительно всех подключиться к подготовке проведения такого праздничного мероприятия. Спасибо. Еще один телефонный звонок уже в студии также. Алло, здравствуйте. Говорите, пожалуйста, представьтесь. Центральный вуз по Туттарсарга целевое место тогунан информацию на хантам бирсех кыгы. Мақтал. Бағываларын бігеге үйрек министерстве өттерчетінен ити үйлегі тылылар, ол тұғынан бігеге министр бір Михаил Петрович Кепсия. Өтөгіннен күнді анны бігеге үйрек біт ондан оқуыт министерство өтігер анал раздел бар. Целевой подготовка тұғынан олны керенгіт ой кетенче жүрбе бир сыл үйрек сылғар қаннык тәрілтелерге, қаннык университеттерге кире қытын сөбін көрі қытын сөп. Мағын тетен harбыт нөмір бітінен әріде қытына бейоған 6-1-4-1-ден нөмірге әріде қытына өссе бей туақыр дебілдер балларын сихеті бұхаран берек бұд. Мақтал. Так, еще один вопрос, потом мы подключимся к колл-центру. Алло, здравствуйте, мы вас слушаем, пожалуйста. Алло, здорово. Здорово. Бонов Антон Демин. У Плырын Алдара Бестяха Мухамбаев объект ГИТА. Он у меня вопрос бар. Республиката Тюттен и не было хар объектов только ханник объект, ханник камер галерей. Республиката Тюттен. Багыва. Көддік Плырын Алдара Бестяха мен қанслухугар хүддә құлықан саңа спортивный комплекс ұтылдан кейді. Бассейнах, онюр, баскетбол, волейбол, футбол, онюр салалах, оның тәңе атындағаны спорт көрінен жерттенар хүдді ұлықан сырдық, рас, качестволах тұтылдан кейді. Бұл объект тұтылдан кейден бігеге мәң қағалағын ұлуға, оның тәңе бұл мәң қағалағын ұлуғар ұлы ғытар ұлыстар бары етінде түмсен спортивный көректері ғытықтары онда сөнінен спорт әйгеті мұнына хайдыға дейханы бұд. Онтан бұл объект үбіләхіне бұл толыру федеральный үпқатчынан тұтылы бұта. Республика манна алдық ақыры сумманы софинансирование бұғытнаны бұта. Онда бұл спорт норма жизнеден региональный проект қолығынан федеральный үбі етіне ұламыд бігеге тұпып бұд. Онтан өскөтін бігеге қанлык опсайынан улустарга төһө элбе качыны федеральный качыны спорт объекттарыгар ытабыты ден ыйтыга этер боллакка бихир республика бут манна атын регионнорга тәңдән көрдөккә раха самай активный онна элбек үбү качыны федеральный үптен бюджеттен ылар болактак тогой етерген бихиге ытыллар спортивный күрәктер бит ол курдук манчары онюта боллон
Нороттар келла спартакиада болдун. Бу манна ити улустарга ытыллар көрөктөгүлөргө биги федеральный тахамга таксан биги правительство спорт министерството таккан үп тырытыгар этикилдер. Бу биги көрөктөгүлөр манна биги федеральный үптен катчы нада ден көржөмбүт биги сөбүлөн көрсөммөт ити сөңүнөн улустарга болуп көрөктөгүлөр объекттерин федеральный катчыдан тутулула турur. Ол курдук бердигесте хаты билин кепсияны харбыт объекттер бут эме федеральный үбүнөн катчыдан тутулууттара мен халаскатне алара бестакка онна эхил биги боргонго спортивный оюнлар бутер тутулар объекттерге эме федеральный үп катчыта көрүлгөн спортивный объекттер тутулгандар. Онан биги аянда дилек спортивный оюнлар надылар биги улустар бут спортивный инфраструктуралара эндикитин даганы сайдан тупсани херир. Да, Сергей Васильевич Махтал. Как дела у нас в колл-центре? Сколько звонков поступило по истечению этого времени эфира? Пожалуйста, Виктория, как дела в колл-центре? Уважаемые телезрители, до конца прямого эфира остается 30 минут. За час работы прямой трансляции от жителей республики поступило всего 75 вопросов. И если пройтись также по содержаниям, то преобладают вопросы касаемо цифровизации, IT-технологий, сохранения объектов культурного наследия. Также якутяне предлагают свои идеи и предложения по столетию Якутской АССР, по проведению. Также вопросы госуслуги и по вакцинации от COVID-19. Уважаемые телезрители, естественно, сегодня не все вопросы прозвучат во время прямого эфира, но ответы на все обращения будут даны профильными министерствами и ведомствами в течение 1 месяца. У меня все, Влад. Да, Виктория, спасибо. Все еще время эфирное позволяет принимать звонки в прямом эфире. Пожалуйста, звоните 320111. Еще один звонок у нас есть в студии. Алло, здравствуйте, говорите, пожалуйста. Здравствуйте, Филиппова Светлана из Якутска. В этом году младшая дочь идет в 1 класс, и у меня такой вопрос. Может ли она пойти в ту же школу, что и брат? Спасибо. Спасибо. Вопрос, который волнует многих наших жителей. И, пожалуйста, Михаил Петрович. Спасибо за вопрос. Тут я попрошу обратиться к нам через Инстаграм, либо мне. Мы должны будем с вами разобраться в этой ситуации. Почему? Поясняю. Во-первых, вот если ваша дочь, она прописана по тому же адресу, что и брат, а брат входит в школу по своей прописке, то преимущественно у вас право есть. То есть, простыми словами, старший ребенок должен учиться по прописке в той школе, тогда младшему ребенку преимущественно право появляется поступить в эту же школу. А если старший ребенок поступил в школу не по прописке, то есть либо по старой прописке, то здесь рассматривается отдельно, в индивидуальном порядке. Спасибо. Еще один вопрос. Алло, здравствуйте, представьтесь, пожалуйста, и ваш вопрос участникам эфира. Афанасий Данилов, Верхнеколымский район. Раньше в нашем районе был местный телеканал, но его закрыли. Почему и что делают власти, чтобы вернуть его? Вот мой вопрос. Хорошо, спасибо. Вопрос касаемо телевидения. Действительно, раньше у нас многие улусы имели свое улусное телевидение и транслировали свои новостные потоки. Сегодня хотел бы отметить, что у нас есть НВК «Саха», которые абсолютно качественно во всех улусах, во всех населенных пунктах обеспечивают достаточно хорошую передачу информации, и с этой точки зрения, скажем так, потребность в функционировании улусных средств массовой информации в виде телевидения, она вот спала. И НВК «Саха» имеет свои филиалы в улусах, которые также снимают сюжеты о жизни и работе в этом улусе и показывают в новостных и в других передачах. Пожалуйста, может Анатолий Скончич дополнить. Спасибо, Сергей Васильевич. Спасибо за вопрос. На самом деле, помимо того, что у нас есть в районах улусные филиалы НВК «Саха», у нас есть также улусные редакции газет,
Ортохолома. Там есть у нас улусная редакция, которая сейчас работает как филиал Саха-Печати. И в этом году произойдет большая модернизация улусных редакций. Вы знаете, сейчас весь мир уходит в цифровой контент. Мы сейчас очень сложно отличить, будь то это YouTube-канал, это будет телевизионный канал, или это уже какой-то паблик или редакция. То есть все это идет в цифровом контенте. И, конечно, мы сейчас в прошлом году как раз приняли приказ вместе с Министерством финансов. Госзадание будет сейчас выделяться именно на выпуск сетевого издания, то есть именно в цифровом виде. И вот после модернизации улусных редакций, я думаю, что как раз то есть потребность местного населения видеть свои новости. И мы сейчас на портале Улус Медиа будет создан большой портал, где будет именно сайт среднеколымской редакции, где будет в том числе и видеоконтент, местные новости, и в том числе и на языках малочисленных народов. Я думаю, что вот в этом направлении будем работать. Спасибо вам. Якутяне продолжают звонить к нам в студию. Еще один звонок. Алло, здравствуйте, представьтесь и ваш вопрос. Алло, здорово. Здорово. Меня Хавастан, Багиат, пилотный пенсионер. Сага жөнүндө болгону докутар катайнер бул көспүт японская олимпиада вот был чокка боларым болбатын туунан туапсиянный данный бар ити министрдин итарыгына. Онно сахалардан дегетта садантра пивона Василий Гора аялазера подос спортсменнер вот аты тусуктар кыттаты кыттыбат тутел кары туунан министрдин туатта баалтын ямар гады нерде. Айбагы Бахыба, Никита Юрьевич, пожалуйста. Вопрос-ка деген мақтал. Олимпиада боларын туғынан кәдек бұ білдауылаған кәпчеде бола тұрар. Біленге білдірәхінінен оргкомитет, Международный олимпийский комитет, оны Токиотағы оргкомитет білдірелерінен Олимпиада боларын çok кайданан тұрар денетелер. Бары спортсмендер онына дайдылар білімнен ұйты ғадялар. Білеген ете Олимпиада боларығар көрәтші бар болар, дұғық денері вопрос бар. Оба программе тохотор кемеден баар болуктактар. Ота беги спортсмендер бут үрдәк күчтәктер белемнән һәҗәлләр. Авая контакта Алексей Сергеевич Николаев тагымгар беги олимпийская программага кирер спортсмендер онда киндер үттәгән тугынан неме улахан монҗа кыппыт. 14 спортсмен үрдәк күчкә белемнән ол егер Сардана Тарпимова Василий Егоров белемнән һәҗәлләр тустуктар бит неме бар белемнәнләр ондан Сардана Тарпимова, конечно, ИАФ, Российской Атлетика Федерациядан утаран онра киһини билен килдер гасурда берен турар. Билген нолем боллаган персональный биле бара турар, лем боллаган Сардана Трофимова халур олимпийский нормативы толрагын толорбута олдан баран пока билген эти 10 спортсмен егер кирер или би квоталар тугар биле барар. Ол табылдаган кенеттен олимпиада кыттыктак. Атаратын спортсменнер боллаган биха олимпийский отборы се бара жаллар. Спасибо вам. Еще один телефонный звонок. Давайте мы выслушаем. Алло, здравствуйте. Алло. Здравствуйте, говорите, пожалуйста, ваш вопрос. Алло, Тёканинен. Тёканинен. Горный лугун маңанын общественный статустан Екатерина Михайловна Степанова. Мен культура министерства тигер көрдүләппет. Бейнелерге культура финанс ресурсы сектор истоллар қатытылдыбыта 2014 жылларда бәбіт күш бітінен ремонелерге ғытылдыбыттара. Білген клубы дөһөлері қылатыр гәрен туралдар тымнытынан үлігітке условия соқ болдылар. Нәхлекі долыс көпті қара сертификатқа ұсына мероприятияларға стейрәкті көттілері бұд. Бейі көрді өбіттен мәсінаны проекті келдерен бұл клубытығар капитальный ремонт ұйтыларға әбетер культура министерстветі күттіла қамығыет әлілен бұл клубы көрен істен саңалы типті культура кейіне тұтыларға бәбіт бағаған аптын тұрасы бұд. Мақтау. Мақтау. Нағыба, Юрий Степанович. Үтөкүннен ити вопрос иһин том мактал бутун этен туран этияқанада барбытыр сыгыннактен республика дүнен элбах үгүс клуб саңаттан тутулуон кинлерге капитанный ремонт бара ытылдыктарын бара багарабыт ол курдук нехелектер деп вопростарын үтүн турасалдар маганалар турабы вопростарын правительство чөтүгөр эме бияка горнолугар боларыгар туроран этен тураллар бахаран бере бере темете хыл хорук элбах үлебит аксана тергерле кыйрбытыр түргенни барага устуктар
үп қатшы көстүйті емеге қарақан, ол күрдік национальный проект ите культура кетер италдардан бейгі республика бітер хылай бидди клубы сетихәмет лабыт бұл Россия дүнен федеральный үп қатшы оны бейбіт республика бит көрі қатшытын кіттіған, ол күрдік горнал ұғар жегімдіға ағай қалдағата саңа клуб келен тұрар, ите бастақы чижақтар болалар, онтон боланы берт ұс нехелегер ұсалдан ұлғар еме келен тұралар, бұйыл аппаның әнне клуб тұтанылан кереяға, әйіл бұйыл оны әнне клубы бүлі тағағарғар тұтутын сағылдық бұд. Ите барта саңа тұтулар, онтон капитальный ремоны ұйтарға клубтарға бұлыры ыңаттан әті үп қатшы көрілген Россия дүнен федеральный үпке қатшыға конкурстарға кыттан ехебет, онон нехелек сыйлы хоруға дейін ити конкурстарға кыттарға проегін, оны ирденер документарын сөптіқтық оңыран келердіғана бейге культура проегар әйге тегетін өйәммүт, иннекі түгер капитальный ремоны тұтар, әветер иннекі өссө дегер етер болаққан саңа клубты тұтугар қамсағаны бірге оңырақайын дейін үңіремеді. Юрий Степанович Махтал. Так, есть ли звонок? Да, есть звонок. Алло, здравствуйте. Ваш вопрос, представьтесь, пожалуйста. Алло, здравствуйте. Меня зовут Физония, я из города Якутска. У меня двое детей младшего школьного возраста. Я очень рада, что детей сейчас в школе кормят бесплатно, но вот разговаривая с подругами, мы заметили, что в школах у всех разное питание. Объясните, пожалуйста, почему это так? Спасибо. Действительно, вопрос школьного питания сегодня одним из центральных тем в системе образования. В прошлом году по решению президента страны все начальные классы были обеспечены бесплатным горячим питанием. Финансирование мы получаем из федерального бюджета. В прошлом году мы получили около 500 миллионов рублей на организацию этой работы. Уже на этот год, на 2021 год, объем субсидий из федерального бюджета на организацию горячего питания составляет около миллиарда рублей на Республику Саха-Якутия. И у нас перед нами стоит задача организовать достаточно качественное питание. Мы ставим здесь задачу, чтобы в наши школьные комбинаты питания поступали только, ну не только большинство, хотя бы из местных товаропроизводителей, из товаров местных наших производителей, чтобы наши дети, значит, ну, были обеспечены качественным питанием. Вопрос, пожалуйста, Михаил Петрович. Ответьте. Добрый день, спасибо. Что касается меню, в целом для организации горячего питания разработано несколько вариантов меню, согласовано Роспотребнадзором. Дальше образовательная организация самостоятельно утверждает это меню. При этом, уважаемые родители, вы имеете полное право участвовать как в составе бракеражной комиссии, так и в составе комиссии вашей школы по проверке качества продуктов питания и меню. Также мы на своем уровне, на уровне министерства, сформировали такую рабочую группу, которая постоянно мониторит качество организации горячего питания для наших детей. В целом, да, действительно, это федеральный проект. Вот, по инициативе президента Российской Федерации стоит на особом контроле. Прошу, если есть какие-то разногласия, обратиться напрямую к нам. Но здесь, если вы позволите, я коротко скажу. Я понимаю, что вопрос образования волнует многих. У нас более 600 школ, 802 детских сада, 43 колледжа. Охватывает всего там 250 тысяч человек. И за ними родители, это вы, это уже 500 человек, тысяч человек. Что я хочу сказать? В этом году мы на самом деле запускаем такой масштабный проект, который называется «Открытое министерство». В составе нашего министерства, который будет включать наших специалистов из различных структурных подразделений, наших подведомственных организаций и напрямую общаться с вами, уважаемые наши родители, наши обучающиеся, и отвечать на те вопросы, которые вас волнуют, для того, чтобы мы совместно с вами выработали общее решение. Спасибо вам. Уважаемые зрители, к нам вопросы еще до эфира в эти дни поступали на портале OneClick Якутия. Позвольте хотя бы один вопрос оттуда тоже озвучить. Обратите внимание, подборка передо мной. К примеру, один вопрос есть такой, довольно нестандартный. В своем послании Айсен Николаев озвучил, что нужно привлекать наших соотечественников, якутян, земляков, которые проживают за пределами Якутии и страны. Как это сделать, в какой форме? Спасибо. Действительно, такое направление работы есть в нашем правительстве. Пожалуйста, Гаврилий Витальевич. Спасибо за вопрос.
Да, действительно, это тем более в преддверии, о чем мы говорили сегодня, в преддверии столетия образования Якутской ССР, это тоже очень актуальный вопрос, потому что на сегодняшний день большое количество наших соотечественников, якутян, проживают за рубежом. Они не хотят терять связь со своей родиной, стараются прививать своим детям основы культуры и традиций якутского народа. В этом плане в целях реализации послания главы республики Айсена Николаева мы разработали план мероприятий, в частности по работе с соотечественниками, и у нас создана целая лаборатория соотечественников, мы так ее назвали, в рамках которой мы будем проводить работу. Конечно, это работа не одного года, не 2 лет, не 3 лет, это будет постоянная работа. И одним из итогов начального этапа нашей работы должно стать как раз проведение в 2022 году, когда мы будем отмечать столетие Якутской ССР, форума соотечественников у нас в городе Якутске, где мы соберем наиболее наших активных соотечественников, которые действительно готовы оказать свой вклад в социально-экономическое развитие нашей республики. Спасибо. Спасибо. Буквально последний вопрос мы успеем еще принять до конца эфира. Алло, здравствуйте, мы вас слушаем. Пожалуйста, представьтесь, ваш вопрос. Здравствуйте, меня зовут Стрижков Дмитрий, я из Булунского района. По поводу очень медленного интернета, дорогого, возможно, нормально не работает, не учиться детям. Когда решите вопрос интернета? Спасибо. Вопрос касательно спутникового интернета. Пожалуйста, Анатолий Сколонич. Я не услышал, какой район. Момский район, да. Повторите, пожалуйста. Булунский район. Да. Булунский район? Да. Так, по Булунскому району, да. Во-первых, мы начали работу по созданию внутренней сети в Киксе. Компания ТЦТР в прошлом году реализовала программу «Единый Булун». Была построена внутренняя сетка, подключены все домохозяйства для того, чтобы, во-первых, организовать внутренний бэкбон, да, то есть документооборот, то есть чтобы можно было дистанционно преподавать, да, и не только из-за пандемии, но и из-за погоды. И для того, чтобы подготовиться, когда придет, как я говорил, ВОЛС, компания Мегафон по Севморпути, то есть уже можно будет подключиться к быстрому интернету. Но до этого с нами ведется работа. В прошлом году был введен безлимитный тариф для Тикси. В этом году будем как раз работать над тем, чтобы этот канал расширять. Поэтому в целом по Тикси вот такая информация и по Булунскому району в целом. Спасибо большое. Еще один вопрос. Здравствуйте, представьтесь. Ваш вопрос. Здраво. Егор Николаевич Горохов, директор. Быйылгы 2021 үйрәк солыгар расытар кыран әһлеккә бир кален экзамены туттары хайдак барыя гене итулакпын. Аспыт үйрәк солыгтан ток уратулак болой ген. Спасибо. Спасибо. Бахыба, Юрих министр Михаил Петрович, быйылгы эге хайдак ағы. Этигар коройдуын. Быйыл биһиги бир кален экзамены аспыт сылга курдук әме 200 сүрбе экзаменин тутар анал пулнарга тутуокпут. Это бастыкытнан. О түтер улар ийхук. Эккехинен быйыл бир килим экзамени эме үрдүгөракка кирен багалак олар туттарыктары. Атыттар выпускной государственный экзаменден туттарыктактар аттестатлыларгыр. Это түтүгөр септех жаһаллар үһә Россия министерството тахан туралар оларын биги бу министерство просвещения биллеринен келер неделага бу күннәргә усайдан топсай берәдек бигергеннәрен кетәбез. Ол берәдек бигергенне даганы баргытыртын тирәдек бит биллер бит. Оны таһанан топсуз кылаһы битерәчләр бит основной государственный экзаменден туттаралар. Бу аннан математика, оннан учетылын туттарыктара топсуз кылаһын битерәр олар. Махтал. Итак, постепенно, потихоньку подведем итоги нашего сегодняшнего эфира. Виктория, пожалуйста, в колл-центре какова статистика к завершающим минутам эфира? Пожалуйста.
Да, до окончания прямого эфира остаются считанные минуты, и колл-центр постепенно завершает свою работу. Всего за 1,5 часа работы отчета правительства республики к нам поступило 105 телефонных звонков, которые содержат 132 вопроса. В основном, как я уже ранее отметила, вопросы касаются строительства школ, размера заработной платы работников образования, учебной стипендии, сохранения родного языка, профессиональная подготовка кадров и детский спорт. Наиболее актуальные сегодня прозвучали во время прямой трансляции. На все остальные вопросы и обращения всем будут высланы ответы во время за 1 месяц. Также за время проведения отчета правительства продолжится сбор вопросов и на платформе One Click Якутия. У меня все, Влад. Виктория, благодарю тебя за работу. Сергей Васильевич, давайте подведем сегодня итоги нашего прямого эфира отчета правительства и несколько слов о планах работы на год текущий, 2021. У нас буквально меньше 5 минут. Пожалуйста. Спасибо, Владислав. Но прежде всего из характера вопросов, которые поступали и в эфире, и из тех вопросов, которые вот в колл-центр поступали, видно, что население очень интересует качество системы образования. Действительно, это очень важная сфера. Это сфера, которая обеспечивает дальнейшее наступательное развитие нашей республики. Ведь наши кадры, специалисты должны получать качественное образование и стать конкурентоспособными на мировом уровне. И учитывая это, глава республики еще в 2018 году поставил перед нами задачу о том, чтобы обеспечить качество образования и войти к 2024 году в топ-15 лучших регионов по качеству образования. Это очень серьезная задача, и сегодня идет работа в этом направлении. Мы ведем работу и по подготовке наших педагогов, проведению семинаров и инфраструктуры образовательных учреждений. Вот сегодня нам рассказали о том, что поступают вопросы по поводу строительства школ. Эта работа была у нас приоритетной и остается и будет приоритетной. Мы должны в конце концов ликвидировать двухсменное образование, построить взамен ветхих аварийных школ новые объекты образования. Ежегодно в республике строится и вводится в эксплуатацию не менее 10 объектов образования. И на 2021 год также стоит задача ввести в эксплуатацию 10 школ и 16 детских садов по всем муниципальным районам, по многим муниципальным районам. По городу Якутску здесь ситуация намного сложнее. Учитывая это, у нас есть крупные проекты в этом направлении, которые начнут, скажем так, уже с этого года реализовываться. Это строительство объектов образования в рамках проекта СВЭП-РФ, банковская организация, которая будет инвестировать в республику на строительство школ. Подобраны уже объекты образования, и они будут начинаться с этого года при поддержке Минпросвещения России строиться. Кроме того, у нас задача стоит в сфере профобразования реализация проекта «Суперкампус». Это учреждение профобразования, которое мы построим в микрорайоне Кангаласа, и куда будут размещены и на современной образовательной площадке будут вести свою работу учреждения профобразования из города Якутска, туда переедут. И, соответственно, мы будем использовать этот имущественный комплекс, который сегодня они занимают для школ общего образования. Поэтому на систему качества образования мы уделяем очень большое внимание, это наша прерогатива, и здесь задачи очень большие. Во-вторых, по сохранению и развитию государственных языков мы в прошлом году, актуализировали еще наши задачи и имеем государственную программу сохранения и развития государственных и официальных языков. И в рамках этого выделено финансирование на этот год на поддержку языков и коренных малочисленных народов, и якутского языка, издание учебников. И, соответственно, мы должны здесь проводить работу и не только на уровне образовательных организаций, но и уже на уровне общественных организаций, на уровне семьи. Мы должны свободно учить детей, свободно говорить на своем родном языке, не только в школах, но и в семье, с друзьями, на улице. Это наша задача, мы эту работу будем усиливать в этом направлении. Кроме того, как вы знаете, этот год объявлен годом здоровья в нашей республике. И здоровье – это не только медицина, это не только здравоохранение, это прежде всего физическая активность, это спорт, это здоровый образ жизни.
и касается всех абсолютно, не только спортсменов, это всего населения. И с этой точки зрения мы будем проводить работу по вовлечению граждан в физкультуру и спорт по всем населенным пунктам. Уже есть у нас определенные проекты, которые будем реализовывать на уровне каждого наслега по поддержке активных людей, которые вовлекают наше старшее поколение в спорт, в физкультуру. И кроме того, мы планируем поддержать и наши спортивные федерации, которые внесут существенный вклад в развитие физкультуры и спорта. Кроме того, я хотел бы отметить и обратиться к нашим жителям нашей республики еще раз вопросом о том, что мы в этом году должны подготовиться достаточно хорошо на юбилейное мероприятие по поводу создания Якутской АССР. В 2022 году будем отмечать юбилей, мероприятия федерального масштаба, и успешность проведения этого мероприятия зависит от каждого из нас, не только от правительства, не только от министерств и ведомств, но каждая организация, каждое предприятие, любой формы собственности, они должны будут принять участие в подготовке и проведении этих мероприятий, и каждый гражданин в проведении успешного этого мероприятия по празднованию создания якутской автономии. Спасибо. Спасибо большое за участие сегодня, Сергей Васильевич. Уважаемые зрители, сегодняшний эфир подходит к концу. Я благодарю всех сегодня участников нашей программы. Это министры республики. Спасибо вам за участие. И благодарю, безусловно, заместителя председателя правительства республики Сергея Васильевича Местникова. Следующий эфир наш будет в следующую субботу. Очередной отчет правительства с участием зампреда правительства Ольги Валерьевны Балабкиной. Не пропустите. Также будет все в прямом эфире с вопросами от зрителей. Я на этом с вами прощаюсь. Всего доброго. До встречи.